Гибель правительства Восточно-Туркестанской Республики. 29 августа 1949 года на восточном склоне горы Кабанья Бурято-Монгольская АССР на высоте 1350-1400 метров был обнаружен самолет Ил-12 борт номером СССР Л-1844, экипаж 29-го авиаотряда международных воздушных сообщений, на котором по одной из версий вылетели из Алматы в Пекин руководители Восточно-Туркестанской Республики Ахмеджан Касыми, Исхабек Мунинов, Далильхан Сувурбаев и Абдукерим Аббасов. Сопровождающие лица: Абдурашид Иминов, Гене Каримов, Османджан Насыр и Люджи. Тайна крушения этого самолета хранится под грифом «секретно». Вследствие такой секретности информация, полученная из различных источников того времени, не только противоречит официальным данным, но и не сходится с информацией, полученной от соратников и родственников погибших. Невозможно проследить цепь событий, привлекших к гибели глав правительства ВТР и повлекшей за собой полной оккупацией Восточного Туркестана Коммунистической партии Китая. 1949 года, 18 августа, на имя Ахмеджана Касыми пришла телеграмма от Мао Цзэдуна с просьбой приехать в Пекин в начале сентября на первую пленарную сессию Народного политического консультативного совета Китая, открытие которой планировалось 6 сентября 1949 года. 22 августа 1949 года 5 членов высшего руководства ВТР во главе с Ахмеджаном Касыми были вызваны в Алмату. Из слов Сайпудина Азиза, 27 августа 1949 года наши представители выехали на машине из Кульджи, а по данным казахского исследователя Гульнары Мединкуловой, руководители Восточного Туркестанской Республики покинули Алмату 16 августа 1949 года. По другим данным, их сопровождал заместитель генерального консульства СССР в Кульджи, полковник Игнат Степаненко, также известный как Василий Борисов. По словам Акима Джапара, 25 августа 1949 года Ахмеджан Касыми, главу делегации, с 10 утра до 10 вечера допрашивал официальный представитель Москвы. Также на встрече присутствовали Мансур Апанде и Мухсин Абдуллин. Ахмеджану Касыми было сообщено, что национальный вопрос должен быть решен путем переговоров председателя МАО в Пекине, и что это указание Сталина. На что Ахмеджан Касыми ответил: если соглашения о независимости или полной автономии Восточного Туркестана не будет, то он не сможет это объяснить народу. Дипломатично отказался от их предложений. Какого числа вылетел самолет из Алматы, достоверно неизвестно. По одной из версий, только через 5 дней после известия о том, что Ахмеджан Касыми вылетел в Пекин, сообщили о крушении самолета. По данным Управления Среднеазиатского военного округа, руководители Восточно-Туркестанской Республики погибли при загадочной авиакатастрофе 27 августа 1949 года, а связной Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане Дэн Люцин писал: Ахмеджан Касыми вылетел в Кульджу 22 августа 1949 года. Из Алматы вылетел 24 августа. 26 августа констатировали его гибель на месте крушения самолета в Иркутске. По словам губернатора Синьцзяня Бурхана Шахиди, 28 августа 1949 года генеральный консул СССР сообщил, что из Москвы была получена телеграмма, в которой говорилось, что самолет, в котором летела делегация ВТР, разбилась 22 августа и что все погибли, и попросил, чтобы народ пока об этом не знал. 3 сентября 1949 года генеральный консул СССР Кульджи срочно вызвал Сайпудина Азиза и сообщил, что самолет с Ахмеджаном Касыми пролетел город Иркутск и приближался к Байкальскому хребту. Погода испортилась, самолет врезался в гору. Все 17 человек погибли. Когда делегация в составе Сайпудина Азиза, Сью Джи, Алымджаном Акимбаевым, выехавшая из Кульджи 8 сентября,
Азиз встретился с двумя советскими офицерами, полковником и подполковником, по их просьбе. Как рассказали эти офицеры, самолет с делегацией в течение 3 дней находился в Иркутске. На 3-й день, когда погода улучшилась, он вылетел. Над озером Байкал не смог набрать необходимую высоту из-за сильного урагана и получил приказ вернуться на аэродром. Самолет начал разворот, развернулся на 60 градусов, и связь с ним прервалась. На место предполагаемой катастрофы вылетели поисковые самолеты. В одной из глубоких расщелин обнаружили участок с обгоревшими деревьями. Отряд альпинистов, которые в течение недели пытались добраться до места гибели самолета, но безуспешно. По словам полковника, они организовали 2-й поисковый отряд и в ближайшие дни направят его. Как вспоминает Сайбудин, когда они пролетали над этим районом, он видел в бинокль место аварии и, возможно, трупы, лежащие в значительном удалении от обломков самолета. По другим данным, от некого Искандера пришла телеграмма на имя Мамедова с сообщением о трагедии. Самолет Ил-12, на котором вылетала делегация в Пекин в сопровождении некоего Василия Антоновича, 60 километров от Читы, по вине летчика Яковлева, который должен был лететь на высоте 4000 метров, по неизвестной причине летел на 1500 высоте. В результате врезался в гору. 9 человек были похоронены на месте, а Василия Антоновича похоронили с большими почестями в Москве. Позже советские официальные лица заявили, после прибытия делегации в Алматы, они изначально планировали вылететь в Маньчжурию специальным самолетом, в Маньчжурии поездом доехать до Пекина. По пути в Иркутск и самолет не смог вылететь несколько дней. Ахмеджан Касыми торопился совершить поездку и настоял на полете. Сотрудники аэропорта дали разрешение на вылет самолета. И только спустя 3 месяца, 11 ноября 1949 года, в клубе литераторов в городе Урумчи было объявлено о гибели руководителей Восточно-Туркестанской республики. В феврале 1950 года, когда в Москве находилась китайская делегация под председательством Мао, в состав которого входил Сайбудин Азиз, советская сторона заявила, что тело Ахмеджана Касыми и других погибших найдено и может быть вывезено. Тело было перевезено в Алмату в апреле 1950 года и в тот же день доставлено в Кульджу. Сайбудин Азиз пишет, когда привезли тела, они были разорваны на части, разложены в специальных стеклянных сосудах, обработанные какими-то химикатами. Только тело Аббасова было целое, лишь на черепе была трещина. Его тело нашли на камнях 20 метров от места падения самолета. По некоторым данным, на месте крушения самолета произошел пожар и сгорела огромная территория леса, включая личные вещи пассажиров. Непонятно, как тело Аббасова уцелело. Сайбудин Азиз привез в Кульджу тела в белых мешках и сообщил, что это тела 7 мужчин и Ахмеджана Касыми. Прощание с телами руководителей ВТР было организовано в новом здании, построенном Ахмеджаном Касыми в Кульже. И жителям Или было разрешено попрощаться с погибшими в течение 7 дней. Воспоминания очевидцев и участников похорон тоже противоречат друг другу. Например, есть такие, которые говорят, жена Абдукерима Аббаса открыла гроб и сказала, это не Абдукерим Аббас. Человек по имени Турсмамед Ахунбаев говорил, на то время я служил в комендатуре. Я был одним из караульных на похоронах. Я сам лично монтировкой скрывал гроб Абдукерима Аббаса. Капитан Хамид Канджибаев, служивший в Кульджинской городской комендатуре, сказал, гробы не то чтобы открывать, но даже близко подходить не разрешались. Можно было только посмотреть в маленькое окошко, сделанное в изголовье. Рауф Бекпасов, офицер национальной армии ВТР, сказал, тело генерала Далильхана Сугурбаева было доставлено в Алмату, так как здесь живет его мать. Мой друг Фуат
и я выразили соболезнования его матери. Но мать сказала: это не мой сын. Далиль-хан в раннем возрасте, когда рубил дрова, топором ударил по ноге. Пришлось ампутировать большой палец ноги. Увидев, что все пальцы на месте, на изуродованном теле, она сказала: как я могу оплакивать это тело, если это не мой сын? Американский исследователь Линда Бенсон отмечает, что эта авиакатастрофа произошла 27 августа 1949 года и предложила свою версию событий. Ахмеджан Касыми был арестован по прибытию в Пекин и заключен в тюрьму, где и умер 1962 года. Или, может быть, ему отказали в поездке в Пекин, его отправили из Алматы в Москву. Вероятно, был уже мертв или убили в Москве. Белый русский эмигрант, журналист и британский разведчик на Дальнем Востоке Иван Семенов в своей книге «Шахматная партия 1949 года» отмечал: когда я получил сообщение о гибели всех, за исключением министра образования, я понял, что Сталин наконец-то сделал решающий ход. Не пожалев ни уйгуров, ни своих дипломатов, он смахнул их, как пешки шахматной доски. Фигуры на азиатском клеточном поле сдвинулись. Кремлевский вождь поставил разменную уйгурскую фигуру под удар китайского ферзя. Свидетели трагедии были ликвидированы. Документы, касающиеся трагедии, если таковые имеются, опечатаны в спецхранилищах. Иосифу Сталину нужны были послушные руководители, чтобы показать международному сообществу, что решением правительства Восточно-Туркестанской Республики добровольно входит в состав Китайской Народной Республики. 15 сентября 1949 года делегация ВТР в составе Алымджан Акимбаев из Чучаки, Сьюджи из Урумчи, секретарь-переводчик Дэн и Хаджи Ахмед Аблаев во главе с Сайфуддин Азизом прибыли в Пекин для участия в заседании Народного политического консультативного совещания Китая. Там они безоговорочно подписали документ о присоединении Восточно-Туркестана к Китайской Народной Республике. Мао назначил Сайфуддина Азиза зампредседателем правительства Синьцзяня, позже председателем. За день до вылета в Пекин их собрал Фатей Лескин у себя дома. На следующий день оттуда он проводил делегацию на аэродром. Там им представил прибывшего из Москвы в качестве сопровождающего Лисова. На собрании правительства было объявлено, что делегация едет в Тарабагатай. Когда делегация во главе Сайфуддина вылетела в Пекин, во главе правительства остались Асяд, Сайпулаев, Лескин, Набиджан. То, что Сайфуддин улетел, знали только эти четверо, а также Дэн Люцон и советский консул. Кстати, и когда делегация во главе Ахмеджана Касыми улетала в Пекин, говорили, что уехал на Алтай по служебным делам. Тело Ахмеджана Касыми и других руководителей ВТР, погибших в авиакатастрофе, были похоронены в Шингах, так называемое кладбище для погибших во время революции. Позже перезахоронены в городском парке Кульджи, всем известном месте как сад Ван Кадыра.